Вера. Здравствуйте. Прощайтесь пока караваем. Девчонки, отламывайте. Так. Угощайтесь. Оленина лепешкой. Угощайтесь, угощайтесь. Антон идет. Нас куда идет? Ну, машина. Алдан, дружба, Серпаева. Здравствуйте. Мне, обернись мне в лицо, посмотри и нахлынь на меня. Опрокинуто далями, закружи. Раз, два, три, раз, два, три. Или растай в тишине. Будут компать в мозг твои тихие эмоции. Память гулко биться в висок. И минувшего тени появится в воздухе. В голове его какой-нибудь гуся, сердце видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают. Не помогут лучшие врачи. Приходит и пропасть в одиночке. Фестиваль живет. У фестиваля появились свои традиции, свои поклонники, свои друзья этого фестиваля. Кажется, небольшая дата, вроде 5-10 лет. С одной стороны это много, а с другой стороны мало. Но за 10 лет фестиваль прошел становление, прошел период, наверное, взросления, и в следующие 10 лет он войдет таким крупным, хорошим мероприятием. Из песни познается дух народа. Хочу, чтоб мой напев орлом парил, чтоб вместе пели люди и природа. Живут среди оленей стужа, снег, такая кутерьма, что не до песен. Но я пою, упрямый человек, и потому, наверное, интересен. Уважаемые участники, гости фестиваля, я от имени руководства республики и от имени организационного комитета, который мне посчастливилось возглавить, хотел бы горячо, сердечно, от себя лично, конечно, как уроженца Алтанской земли, я хотел бы поздравить вас с открытием 10-го юбилейного фестиваля авторской песни «Берег дружбы». В листьев как-то особенно интимно всегда звучат гитарные переборы. Все как и положено. В истинно бардовском стиле походных посиделок у костра. Хороших вам успехов на фестивале. От имени парламента Николаевича Дудникова, чья идея получила воплощение в этом прекрасном фестивале. Новых побед вам и успехов на бардовском фестивале в Тамоте, на благодатной Алданской земле. Чем ночная песня? Так играйте ж, друзья, пейте ваши гитары, воскрешайте шеренги великих имен, чтобы в ваших руках руки Виктора Хара продолжали бы песню грядущих времен. И глава Майи Тимофей Нестеров послал это письмо Александру Васильевичу Заверуха. Удобно лицеистов собираться у огня в августе зелено-листном 19-го дня. 19-го дня! Ну, практически все готовы. Готовы, да? Регистрацию все прошли? Все? Те, кто не прошел, у вас будет небольшой люфт зарегистрироваться.
Какая жуткая нынче метель, и непослушные пальцы не в силах закрыть за тобою дверь, а сердце больно, а ребра билось. На нашем острове все как сталь, твои следы заметает ветер, сбегая в зыбкий хмельной январь. Ты забываешь про все на свете, сбегая в зыбкий хмельной январь. Ты забываешь про все на свете, ты покупаешь себе билет, не хочешь думать о тех немногих. Отзвучали грустные мотивы, у гитары струны замолчали. Я смотрел, как ты была красива в этой песенной печали. В следующем фестивале мы будем слышать твои песни. На сцену выходит наш аксакал берега дружбы не по возрасту, а по той степени уважения, которую мы к нему проявляем. Иван Иванович Аргунов. Спасибо. Майя. Специально для одного человека, даже для двоих. Вы помните, вот трагический день, года 3 назад, там мальчик сидит, еще в пузе матери была рядом, когда вот упал самолет. Они сейчас меня слушают, и поэтому по их просьбе когда-то сочинению петь. В ту пору сочинению петь песню. Если верный смысл утратили, вновь нищета и разруха, землю вращают аристократы, духа, землю вращают аристократы, духа. Не различая чины или платье, или были бы крепче руки, землю вращает аристократия, духа, землю вращает аристократия, духа. Через года, сквозь эпохи и страны, знаете ли друг друга, братья по разуму,
Аристократы, аристократы, духа, братья по разуму, аристократы, аристократы, духа. Этот распятый, а этот изгнанник будет другим наукам. Не вымирают аристократы, аристократы, духа не вымирают аристократы, аристократы, духа. Кто ты, художник, бунтарь, реформатор? Новая пища для слуха. Вы соль земная, аристократы, аристократы, духа. Вы соль земная, аристократы, аристократы, духа. В час, когда веру и смысл утратили, вновь нищета и разруха. Не вымирают аристократы, аристократы, духа. Землю вращаю, землю вращает аристократия, аристократия, духа, аристократия, духа. С праздником! Спасибо, Иван Иванович. Дорогой. Сажусь с привычными людьми, мне сердце радость полонит, но горечь разум обжигает, что здесь под водочку съедают того, кто в жизни жизнь творит. Мне сердце радость полонит, но горечь разум обжигает, что здесь под водочку съедают того, кто в жизни жизнь творит. Вы простите мне, мэтр, что я с вами на «ты», здесь так принято в Бардовском крае. На тропе у реки ты дарил мне цветы, вы их дарите всем, я-то знаю. Как хочу я познать твою душу до дна, так безумно до песен люблю я.
знаю точно, что женщина у вас не одна, но поверьте, ничуть не ревную. Ты холодной водою мне брыжешь в лицо, стоит лишь на тропе оглянуться. В ваши быстрые воды я брошу кольцо, чтоб вернуться к тебе, чтоб вернуться. Будешь ты молодец каждой сотни дождей, за тобой я боюсь не успеть мне. Мы знакомы с тобой только 1000 дней, а мне кажется, это столетие. Смешная сестренка лето наговорит теплых слов, расскажет о том, об этом, когда зари не спали от комаров, как играли в полночные игры, как смеялись и прыгали с крыш, чаще рыли ловушки для тигры и еще что-то, милый малыш. Ла-ла-на-на-на, тучи в Неву не смотрелись, то была бы Нева голубой. Вот во мгле купола загорелись, золотые, как встречи с тобой. Вот Исааки прижался к земле, чтоб прислушаться к нашим шагам. Что за грусть на Петровом челе, да что за радость молиться богам. Что за грусть на Петровом челе, да что за радость молиться богам. Веселая песенка. Не копи печали, не держи на сердце зла. Нам не обещали, что печаль всегда светла. Нам не говорили, что запретные облака, но предупредили, что дорога нелегка. Кто-то верит в чудеса, кто-то в милые глаза, кто-то ни во что не верит. Им труднее раза в два. Так, вопрос у меня к Александру Николаевичу. Этот год является юбилейным для фестиваля. Расскажите, как менялся, да, «Берег дружбы» за эти годы, чем нынешний фестиваль отличается от предыдущих, и как шла подготовка к фестивалю? Вот я много уже на эту тему говорил, и вот и последняя тут статья была посвященная 10-му фестивалю. Но я хочу сказать еще одну такую большую вещь, которую... Я был депутатом Государственного собрания Алтуман и в Тамоте, и в Алдане. Понимаете, вот видя потенциал Тамота, видя потенциал Алдана, творческий именно, и производственный, и прочий, вот мне хотелось, чтобы это стало все ближе. И это, конечно, не было вот такой мыслью, как бы, которая была записана, это было на подсознании. И когда вот появился такой проект, я понял, что это вот может действительно объединить. А когда еще волшебно мы вспомнили про волшебное место «Берег дружбы», и вот это вот все соединилось, состоялось, и, в общем-то, я считаю, что очень хорошо. Сложность организации этого фестиваля была только в одном – сохранить атмосферу. Для этого мы постарались, значит,
какой-то официальности избежать, значит, какой-то такой наносных каких-то вещей. Вот. И, понимаете, была такая опаска. Я в четверг встречал членов жюри. Значит, ну, такая легкая, как бы, настороженность, еще ничего не началось, еще ничего не пошло. Пойдет, не пойдет. И вот тот момент, когда, значит, начались уже выступления, когда люди начали окунаться в творческую атмосферу, вот тогда уже стало ясно, что все пойдет. И все пойдет так, как вот в лучших традициях «Берега дружбы». Я приветствую всех участников, членов жюри, гостей от имени Министерства по делам молодежи и семейной политики. И хотел бы отметить, что здесь у нас, как говорится, тепло и душевный такой подъем участников, зрителей, тепло нашего постоянного горящего костра, тепло нашей солдатской каши, да? Тепло души. И я думаю, что здесь правильно сказали, что ее необходимо сохранять, это тепло, и лелеять. Я думаю, Наталья Павловна здесь права в этом, и ни в коем случае нам нельзя останавливаться, нам нужно собираться, петь, петь и петь. Количество жюри прибавлять, поскольку у нас у детей, точно как у взрослых, была номинация, у нас были авторы, у нас были исполнители, у нас была северная песня, у нас были ансамбли, у нас были дуэты. То есть, ну, вы поймите, что здесь еще один большой детский фестиваль. Как самый сокровенный друг, ее напевный, нежный звук. Он с нашей говорит душой и возвращает ей покой. И песня льется, как нектар, как долгожданный, лучший дар. И отступает суета, и в сердце просится мечта. Иванов Юрий, село Майя. Иванов Юрий, село Майя. Иван Аргунов получает. Михайлов Юрий Стан, село Майя. И это еще не все. Ширяева Анна, поселок Нижний Куранах. Кирюхина Анастасия, поселок Нижний Куранах. Кокорин Сергей, город Алдан. Получает Иван Аргунов. Поляничка Ольга, поселок Нижний Куранах. И Ковалевич Анастасия, город Алдан. Ура! Начинаем. Дипломант второй степени в номинации «Северная песня» Иван Аргунов, село Майя. Иван, вот к этому диплому мы вручаем часы, которые изготовила наша умелица с фотографиями твоих друзей. Дипломом первой степени награждается и вот дипломантом первой степени становится Кузьмин Владимир в номинации «Исполнитель». Инессе вручается приз, предоставленный Министерством по развитию гражданских инициатив. Замечательная энциклопедия Республики Саха-Якутия и красивый чарон. Лауреатом в номинации «Северная песня» становится Кузьмин Владимир. Всем участникам, всем членам жюри и всем гостям фестиваля самого любимого и юбилейный год. Поздравляю томоцев
юбилейным фестивалем. Песня «Чудо». Песня «Свет», на любой вопрос ответ. Песня «Радость», удивление. Песня «Мысли», отражение. Песня — это муза снов. А в дороге песня «Кров». Над миром грешным плывут ночами проспект Надежды, бульвар печали. Над серой глыбой озябших зданий квартал улыбок, кольцо свиданий. Над миром грешным плывут ночами проспект Надежды, бульвар печали. Ты попробуй меня забери-ка из моей невеселой страны, где молчание громче крика, равнодушие страшнее войны. Наши копии сильно уменьшены, и уж если идти до конца, кто поспорит, что лучшие женщины достаются нашим отцам. Друзья, не расходимся, наоборот, собираемся. Уже солнышко выглянуло. Будем еще фотографироваться. Спускается вниз. И еще одному фестивалю мы говорим до свидания.